Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Страшные эпизоды кровавого июня 1920 года. В Национальном музее прошла выставка к столетию геноцида осетинского народа. 1418 дней длилась Великая Отечественная война. На фронтах войны сражался каждый пятый житель Осетии. Путь спасения. Юго-осетинские альпинисты прошли по маршрутам, по которым в 1920 году наш народ пытался спастись. Ровно 79 лет назад началась самая кровопролитная война в истории человечества. Войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Каждый пятый житель Осетии стал участником Великой Отечественной войны. До сих пор пропавшими без вести считаются более 7 тысяч наших соотечественников. Небольшой осетинский народ внес весомый вклад в победу над врагом. Первые дни Великой Отечественной войны были самые тяжелые и разрушительные. Немецкие войска нанесли массированный удар по аэродромам, железным путям, военно-морским базам и городам. Армия и население не были к этому готовы. В первый же день войны было уничтожено более 1000 советских самолетов и военной техники. Были разрушены целые города и села. На защиту страны поднялся весь народ. Немецкие войска встретили упорное сопротивление. В жестоких сражениях Красная Армия показала всю свою мощь и силу. Страна выстояла. Уже в 1941 году план молниеносной войны фашистской Германии был перечеркнут под Москвой. Сегодня народ бывшего Советского Союза отмечает скорбную, тяжелую дату. 79 лет исполняется со дня вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. Тогда, 79 лет назад, весь народ Советского Союза, как один человек, стал на защиту своей Родины. И в этом строю защитников Родины были, конечно, героический осетинский народ. О подвиге осетин в годы Великой Отечественной войны сказано немало. Осетины сражались с врагом в составе практически всех видов вооруженных сил. Они участвовали в обороне Москвы и Ленинграда, Одессы, Севастополя, Киева, Минска и многих других городов. Осетины проявили мужество и героизм в наступательных боях на Курской дуге, в сражениях за освобождение Беларуси, Украины, Молдавии и многих других городов Советского Союза, а также в завершающей битве за Берлин. Участвовали в партизанских движениях и подпольной борьбе в тылу. На фронтах войны был каждый пятый житель Южной Осетии. Половина из них не вернулась домой. В 1941 году Южная Осетия насчитывала население около чуть более 100 тысяч человек. И в годы войны из Южной Осетии на фронт ушло более 21 тысячи человек. То есть практически каждый пятый житель Южной Осетии оказался на фронте. И с фронта не вернулось более 10 тысяч человек. То есть, опять-таки, каждый 10-й житель Южной Осетии принес себя ради победы против злейшего врага. 34 осетина стали героями Великой Отечественной войны. 8 из них – уроженцы Южной Осетии. Их бюсты гордо стоят на аллее славы. Вот здесь, около памятника мы стоим, мы видим бюсты 8 героев Советского Союза. Это небольшая часть осетин или выходцев из Осетии, которые стали героями Советского Союза. И опять-таки, даже вот та официальная цифра, которая обычно упоминается, осетины-герои, хотя осетины занимают в пропорциональном смысле первое место среди героев, тоже не окончательное, потому что очень много осетин просто покрыли себя славой на разных фронтах, но не все получили, конечно, звание героя. Великая Отечественная война продолжалась 3 года, 10 месяцев и 18 дней, или 1418 дней и ночей. За всю историю человечества ни одна страна не испытывала таких тягот и лишений. Стойкости и жертвенности советских людей мир обязан победой над фашистской Германией.
Стелла Бязарова, Рауль Кочев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в 19 часов на Театральной площади пройдет акция «Свеча памяти» в знак благодарности ветеранам и погибшим в той страшной войне за их подвиг и безграничную любовь к родине. В акции может принять участие каждый житель Цхинвала. Кроме того, в течение дня перед зданием Госдрамтеатра звучат песни военных лет. История геноцида в фотографиях. В Национальном музее прошла выставка к столетию геноцида остинского народа. В экспозицию вошли периоды с 1989 года, а также события Августовской войны 2008 года. У нашей памяти не может быть срока давности. 100 лет назад грузинская армия огнем и мечом прошлась по Осетии, уничтожив тысячи осетин. Наша задача – донести до мирового сообщества всю правду о преступных деяниях грузинского руководства в отношении остинского народа. В Национальном музее состоялось официальное открытие отдела геноцида. Каждый желающий может прийти сюда и через фотографии, через картины прочувствовать ту боль, которую причинили нам грузинские нацисты. Организаторы выставки через фотографии показали страшные эпизоды кровавого июня 1920 года. На выставке представлены материалы не только геноцида, совершенного 100 лет назад. В экспозицию вошли и периоды с 1989 по 1992 годы, а также события Августовской войны 2008 года. Отдел геноцида расположен на втором этаже. В центре стоит экспонат «Скорбящая мать», а разбитое зеркало как символ разбитых судеб. В основу легла легенда о кленовом листе. В известной остинской легенде кленовый лист указал на убийцу. Преступление было раскрыто и кара настигла убийцу. И вот мы решили за основу взять вот эту легенду. Пока мы помним нашу историю, мы будем жить. В отделе посетители смогут ознакомиться не только с фактами геноцида осетинского народа, но и историями других народов, в отношении которых также был совершен акт геноцида. Министр культуры Жанна Засеева поблагодарила организаторов выставки, отметив, что эти материалы являются основой обвинительного приговора на международном суде, который рано или поздно, но непременно состоится. Я верю в то, что обязательно ситуация 2008 года, равно как и геноцид в целом, будет когда-то международным судом признано и заявлено об этом всему миру. Мы не ради себя, мы ради того, чтобы искоренить на корню геноцид, войну, ненависть. Иначе корни живучие бывают. Если не искореним, где-то опять может полыхнуть. Огромное спасибо всему коллективу, спасибо вот девочкам, которые постоянно приходили. Значит, мы, когда они пришли за помощью финансовой, значит, мы будем вот эту помощь вам оказывать для того, чтобы вы сделали вот эту выставку. Директор Мираб Засеев отметил, что коллектив музея проделал огромную работу. Они вложили душу, чтобы передать и показать каждому посетителю выставки всю боль, что мы испытывали на протяжении века. Когда вложена душа, мы собрали весь материал, который мы имели. Я уверен, что эта экспозиция будет, безусловно, дополняться, расширяться и обогащаться. Алена Оттаева, Альдина Чихоева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Во имя памяти жертв геноцида к безымянному пику под таким девизом югостинские альпинисты совершили восхождение на одну из безымянных высот Рукского перевала. Альпинисты прошли по маршрутам, по которым в 1920 году югостинский народ пытался спастись от грузинских нацистов. На вершине участники восхождения заложили капсулу с текстом обращения МИД республики к мировому сообществу о признании геноцида южных осетин, написанный на 3 языках. Министерство культуры обратилось в Федерацию горных видов спорта и Федерацию альпинизма и спортивного горного туризма Южной Осетии, чтобы альпинисты прошли через горный перевал, по которой 100 лет назад переходили осетины, в надежде спастись от грузинских карателей. Однако дорога жизни стала для многих дорогой смерти. Ребята на самом высоком пике перевала установили памятную доску о жертвах геноцида с надписью «Минфарассадессадзам дуамин эссадзам рух нау» и заложили капсулу с текстом обращения МИД республики к мировому сообществу о признании геноцида южных осетин, написанный на 3 языках. Тяжело жилось, грустно было.
А дорога мы шли уже не совсем по тому пути, как люди шли, то есть мы уже по другому пути тоже выбирали, потому что в те времена был климат другой, и снега было гораздо больше, чем сейчас, поэтому нам в чем-то было проще. В восхождении на безымянный пик принимали участие 8 альпинистов. 3 представителей Федерации горных видов спорта Республики Южная Осетия, остальные из Федерации альпинизма, спортивного и горного туризма. Все они в прекрасной спортивной форме. Не первый раз преодолевали подобный путь. Однако, как отмечают ребята, дорога была не из легких. Так каково же было женщинам с грудными детьми, старикам и больным людям. Восхождение было совершено по 2 маршрутам через Хударское ущелье и Сыба. Агунда Гумбозова, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. В республике за сутки не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день в инфекционной больнице Цхинвала находятся 38 человек с диагнозом COVID-19. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Северной Осетии за сутки увеличилось на 28 и достигло 3826. На амбулаторном лечении там находится 386 человек. 3354 человека выздоровели, 66 скончались. К другим темам. В рамках инвестпрограммы строится новое здание 3-й школы. К строительству приступили в начале текущего года. Ранее комиссия заключила, что здание является аварийным и учащихся временно перевели в 12-ю школу. Но к началу следующего учебного года работы планируют завершить. Подробности в нашем следующем репортаже. Строительные работы на объекте идут полным ходом. За короткое время возвели 1-й этаж. Теперь рабочие трудятся над возведением стен 2-го этажа. К концу года здание подведут под крышу, а уже в следующем году работы продолжатся. 1-й этаж уже практически готов. Помимо классных помещений, здесь будет располагаться и столовая. Работы над возведением 2-го этажа начались недавно, но уже успели выполнить большой объем работ. На объекте работает 20 человек. Это и местные специалисты, и приезжие рабочие. Объект будет на этаж выше по сравнению со старым 2-этажным зданием. Новое образовательное учреждение начнет функционировать уже в 2021 году. Это будет современное, отвечающее всем стандартам и нормам здание. На 2-м этаже расположится просторный актовый зал, а перед зданием построим новый спортзал. Он будет оснащен всем необходимым спортивным инвентарем. У школы будет свой дизельный генератор на случай чрезвычайной ситуации и модульная котельная. И, конечно, все классы будут оснащены современной школьной мебелью. Новое здание рассчитано на 200 учеников. Будет сохранен внешний облик школы. По словам Владислава Валиева, они планировали завершить строительство здания раньше намеченных сроков. Но ситуация с COVID-19 сдвинула все темпы и сроки работ на более поздний срок. К сожалению, у нас возникли проблемы с доставкой стройматериалов. И кроме этого мы не смогли привести узкопрофильных специалистов. Но мы сделаем все возможное, чтобы завершить работы в будущем году, к началу нового учебного года. Объект строится в рамках инвестиционной программы на 2020-2021 годы. На его строительство выделено более 200 миллионов рублей. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Алим Бетеев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Водолечебница НЭФС готова принять первых отдыхающих. Ежегодно десятки граждан нашей республики и не только с удовольствием проводят свой летний отпуск именно здесь. Живописная природа, целебный источник, комфортные условия. С каждым годом руководство санатория старается улучшить условия пребывания отдыхающих. Какие новшества произошли в этом году, в репортаже Алены Оттаевой. Первых отдыхающих водолечебница НЭФС сможет принять уже в начале следующего месяца. На данный момент в санатории полным ходом идет подготовка к открытию сезона. Проводится уборка помещений и близлежащей территории. По словам директора Владимира Келихсаева, они делают все возможное, чтобы создать комфортные условия для отдыхающих. Провели стирку постельной принадлежности, проводим дезинфекцию помещений, убираем, чистим, потому что в первую очередь наша задача принять наших посетителей в чистые помещения. В этом году цены на путевки выросли на 2500 рублей. По словам Владимира Келихсаева, это связано с подорожанием продуктов питания. Несмотря на это, у руководства есть уверенность, желающих отдохнуть в одном из живописнейших уголков Осетии, как всегда, будет много.
Мы собираемся в этом году сделать 5 потоков. Когда бывает в августе наплыв, мы принимаем 45-46 человек. Но мы решили в этом году, коллектив водолечебницы решил, что не будем принимать больше 35 человек. В этом году мы приняли новый штат, который ежедневно, утром, вечером, в обед будет обрабатывать антисептиками всю территорию водолечебницы, где сидят, где ходят. Из-за того, что если кто-то даже будет болеть простудной болезнью, мы будем обратно отправлять их домой. Питание трехразовое. По словам Келихсаева, многие отдыхающие приезжают сюда не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье, вылечить такие недуги, как остеохондроз, проблемы с суставами. Санаторий будет работать до 5 сентября. За это время они готовы принять более 200 человек. Алена Утаева, Арсений Гастев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 23 июня. По всей республике будет ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 30, ночью плюс 19. В Заурском районе днем плюс 28, ночью плюс 16. В городе Куайса днем плюс 24, ночью плюс 12. В Ленигорском районе днем плюс 30, ночью плюс 18. В Цхинвале днем плюс 30, ночью плюс 18. Это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания.